Анисия Челахсаева, чемпионка России и призер международных соревнований по тэквондо. Соперниц отправляет в обморок одним ударом, а парней одним взглядом. Считаете ли вы себя примером для подражания? Нет, потому что, я делала много ошибок, я думаю, которые другим не стоит совершать. И, я не считаю себя примером для подражания. Опишите, какой вы видите свою жизнь через 20 лет. Через 20 лет, я надеюсь, что буду олимпийской чемпионкой, буду путешествовать и выйду замуж. Чего вы боитесь? Боюсь. Не знаю. Я боюсь, например, что я не достигну того, чего хочу. И все, наверное, только этого сильно боюсь. Какие мечты детства вы воплотили в жизнь? Я всегда хотела стать чемпионкой России, и я стала. Как вы выбрали свой вид спорта? Меня привел папа, и я потренировалась, мне очень понравился этот вид спорта, и я решила заниматься уже профессионально дальше. Если бы вы могли стать невидимкой, куда бы пошли? Я бы, наверное, пошла в банк и ограбила бы банк. Если бы вы могли приобрести способность супергероя, что бы вы выбрали и как использовали бы? Я бы хотела читать мысли людей, чтобы, например, я общаюсь, я понимала, кто этот человек, что он думает обо мне. Хотели бы вы, чтобы о вас написали книгу? Не книгу, я бы, наверное, больше хотела, чтобы обо мне сняли фильм. Какой самый интересный комплимент, который вам в жизни делали? Меня сравнили с очень великой спортсменкой по тэквондо, она двукратная олимпийская чемпионка, и мне сказали, что я дерусь практически как она, мне было тогда очень приятно. Приходилось ли использовать физические способности вне зала? Нет, я не люблю, когда на улице вообще девочки дерутся, для меня это дико. Стали бы вы дружить со своим двойником? Почему бы не дружить с хорошим человеком? Если бы у вас был $1 000 000, на что бы вы потратили? Я бы сделала праздник для детского дома, и потом уехала бы в кругосветное путешествие. Если бы вы поймали золотую рыбку, какие 3 желания загадали бы? Чтобы мои родные и близкие были живы и здоровы, стать олимпийской чемпионкой и чтобы и $1 000 000. Самый болезненный удар, который вам приходилось получать? Это был удар с разворота, и я чуть в обморок не упала, мне начали считать, но я потом пришла в себя. Приходилось ли плакать из-за поражений? Да, я всегда плачу, когда проигрываю. Так бывает. Я не так часто проигрываю, но если уже проигрываю, и даже, например, я выиграла, но плохо подралась, и меня поругал тренер, я все равно заплачу, потому что я была недовольна собой. 3 вещи, от которых пришлось отказаться ради спорта. Это, например, учеба, хорошо проводить время с друзьями и личная жизнь. Поехали бы на Олимпиаду под нейтральным флагом? Нет. Не знаю, зачем ты едешь и никого не представляешь. Мне кажется, это как-то неправильно. Самая серьезная травма, которую вы получали? Это было недавно на универсиаде в Китае. Я стояла и упала в обморок и сломала челюсть. Приходилось ли драться с парнями? Да, на тренировках я очень часто, я практически всегда стою в паре с парнями. И, конечно, я от них тоже много раз выхватывала. Но так с ними тоже можно подраться и выиграть их. Приходилось ли вырубать соперника? Да. Но это было, где-то года, наверное, 1,5 назад. Я не помню, на каких соревнованиях. Я ее ударила в голову, она упала, ей начали считать, она не встала. И вот.